Из года в год население Туркменистана становится все беднее. Нехватка работы, низкие зарплаты и пенсии, растущие цены на продукты и лекарства заставляют людей, особенно из сельской местности, массово уезжать за границу. Турция для них становится спасением, туда нашим гражданам не нужна виза. Люди готовы заниматься чем угодно, лишь бы это приносило доход, лишь бы они могли поддерживать свои семьи, оставшиеся в Туркменистане. Сегодня мы расскажем вам, чем наши земляки зарабатывают себе на жизнь, с какими сталкиваются проблемами и как наше государство реагирует на чрезвычайные ситуации. В 2017 году мы сняли фильм о том, как туркменские женщины привозят в Стамбул продукты питания на продажу. Среди пользующихся спросом товаров – лепешки, конфеты, туркменская водка, колбаса и различные консервы. Все это продается в лобби одного из отелей стамбульского района Аксарай и покупается многочисленными туркменскими трудовыми мигрантами. 2 года спустя, в середине января 2020-го, мы снова посетили это место, и торговцев там было так много, что места в отеле, и даже не одном, хватало не всем. Это копченая рыба. Конечно. Женщины выносили товар на улицу, раскладывая продукты прямо на свои чемоданы. Кажется, за 2 года и покупателей увеличилось в разы. В послеобеденное время улица Селим-Паша в районе Аксарай напоминает пчелиный ульи. Здесь сотни, да что там, тысячи наших соотечественников. Если женщины в основном заняты продажей продуктовых товаров, то мужчины предлагают землякам водку, спирт, жевательный табак на свай. Торговля полным ходом идет и ночью. В Аксарае можно все – купить и продать, отправить деньги или груз на родину, приобрести билет в Ашхабад или совершить фиктивную покупку со своей туркменской карты, чтобы получить наличные деньги. Туркменов тут так много, что некоторые приезжают в Стамбул на собственных автомобилях. Изначально мы планировали показать вам немного другой фильм о жизни наших в Турции, о том, что люди готовы заниматься чем угодно, лишь бы заработать. Одни торгуют, другие открывают в Стамбуле кафе и рестораны туркменской кухни. Вот, например, Фитчи Хаус. Это кафе изначально образовалось в Туркменабаде, а тут рестораны Лебаб и Туркмен Тагамлары. Кафе Дашогуз Сити в Стамбуле уже 2. Все эти заведения открылись в городе в последние годы. Но в конце марта, когда практически весь мир затронул коронавирус, из Турции пришла печальная весть. Около 50 наших земляков скончались, отравившись самодельным алкоголем и спиртом, которым в том числе торговали наши же туркмены на улицах Аксарая. 50 человек. При этом в реанимации находятся еще десятки наших соотечественников. Туркменистанцев в стране и за ее пределами потрясла эта трагедия, но особенно шокировало людей то, как повели себя власти Туркменистана. Они отказались организовывать транспортировку тел на родину для захоронения. Не смогли вылететь в Стамбул и родственники погибших. Из-за закрытия границ и отмены рейсов невозможно самостоятельно привезти тела домой. Можно представить себе горе и отчаяние людей, лишенных возможности проводить своих отцов, мужей и сыновей в последний путь. Комментируя данную информацию, некоторые пользователи соцсетей, в том числе и непосредственно из Туркменистана, обвиняют несчастных, дескать, нечего было пить отраву.
Пусть даже в этом и есть доля истины, но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Почему эти люди вообще оказались на чужбине? Что они делали там месяцами и годами? Не власть ли устроила жизнь своих сограждан так, чтобы они искали, нет, не счастье, а способы выживания в условиях тотальной безработицы и невозможности прокормить свои семьи у себя на родине? Государство для человека. Этот пропагандистский лозунг туркменской власти на поверку оказался лживым и воспринимается сегодня как усмешка. Для какого человека это государство? Для живого? Того, что вынужден покидать родину и пытаться выжить на чужбине? Или умершего на этой чужбине и даже после своей смерти не нашедшего упокоения дома, на родине? Дипломаты, сотрудники посольств призваны защищать своих граждан за рубежом. К сожалению, как показала трагедия в Стамбуле, это не имеет отношения к сотрудникам туркменского диппредставительства в Турции. Они в буквальном смысле шарахались от своих же соотечественников, умолявших о содействии в транспортировке умерших в Ашхабад. Этому государству на человека наплевать. Умерших граждан Туркменистана приняла турецкая земля, а похороны и поминки организовали неравнодушные земляки, волею судеб, оказавшихся в Стамбуле. Трагедия, унесшая жизни десятков людей из Лебапа, Дашогуза, Мары и Ахала, сплотила и объединила туркменских трудовых мигрантов. Сегодня Аксарай практически пустой. Нет ни продавцов, ни покупателей. Лишь считанные люди по-прежнему предлагают обналичить деньги. Настанет время, когда возобновятся рейсы, и люди снова начнут ездить туда-сюда. Одни возить продукты, другие их покупать, третьи предлагать различные услуги. Аксарай снова станет центром притяжения тысяч наших сограждан. Стамбульская трагедия, унесшая жизнь 50 наших земляков, потихоньку забудется, но не забудут о ней родственники умерших, их матери и отцы, братья и дети. Придет момент, когда властям Туркменистана придется нести перед ними ответ. Мы же вместе с тысячами собратьев помянем ушедших ребят, души и тела которых упокоились в турецкой земле. Ятан ерлери ягты olsun. Maral hiç bakmadı kovmi peşine. Küsüp küsüp yaralarıma dur oydu, ah yarim. Köye artık gidirdin melektin, melektin, melektin. Şol meleğe zulüm yetti, pelektin. Tenim deşik deşik bolli Gam girmege can çıkmaga yürü koydu,